наравне нашей новой просветительской акции «Декады РГО в Башкортостане». В рамках этой акции проводится региональный лекторий. Сегодня мы пригласили для вас выступить почетного председателя регионального отделения Русского географического общества Республики Башкортостан, писателя, прозаика, лауреата многих государственных премий, в том числе президента Российской Федерации, Камиля Фаррухшиновича Зиганшина. Еще народного писателя. Народный писатель. Высокий, стройный, как фитиль, вас всех приветствует дед Камиль. Фитиль, правда, уже покрылся пеплом. Вот у меня такие волосы были, как у тебя, черные в свое время. Вот, ну, время берет свое. Скоро 74 года. Но, тем не менее, порох в пороховницах еще есть. Ну, на ремель хожу. А в свои 70 лет я встретил на вершине самой высокой горы азиатской части России. Кто-то, может, знает, какая это гора? А? Громче. Эверест? Ну ты даванула. Эверест в Непале. Я говорю, в России. Самая высокая гора в России, ну вчера диктант писали, Эльбрус. Ну и в Европе, кстати. Вот. А самая высокая гора азиатской части России на Алтае. Гора Вот. Молодец, Данил. Белуха, да. Тяжело было, но скарабкался. Годы все равно свое делают, никуда не денешься. Футболисты после 50 тоже не бегают. По горам после 70 тоже уже тяжеловато. Ну, насколько меня сориентировали, что я буду выступать перед географами. Вот. Оказывается, тут и филологи. Ну, во-первых, поскольку там у нас онлайн, много, я думаю, подключилось народу по интернету. Дорогие друзья, учителя географии, я вас очень люблю. Вы последние романтики, наверное, на земном шаре. Ну, кто еще вот пойдет? Часов мало, вот, внимания недостаточно, а зарплата, ну, кот наплакал так. Но, тем не менее, они не теряют оптимизма, всегда бодры, вот, заводятся, ходят в походы. Мне с ними всегда особенно приятно. Ну, филологов я тоже люблю, поскольку стал писателем со временем. Никогда не думал, что возьмусь за перо, но биография как бы побудила. У нас время более подробно рассказывать, как я пришел к литературному творчеству, я думаю, у нас не получится, вот, потому что там я ориентировался на географа, и, в общем-то, я эту задачу должен выполнить. Вот. Ну, поскольку я не стал бы писателем, никогда бы не стал писателем, если бы я не был путешественником и одновременно 4 года не работал на Дальнем Востоке штатным охотником в госпромхозе. В Удудейском стойбище, это малый народ, численностью где-то, общей численностью, у них 3 стойбища. Вот, я работал в столице, так называемой, там у них человек 250 численность. Вот. Был у меня промысловый участок площадью 100 тысяч гектаров. Ну, взрослые, я думаю, понимают, что это примерно половина Чешминского района. Вот. Ну, у нас Восточная Сибирь, Дальний Восток – это вообще, можно сказать, заповедник, натуральный заповедник. Вот у нас было 27 охотников, и у каждого промысловый участок порядка 100 тысяч гектаров. То есть у нас мы хозяйничали на территории более 1 миллиона гектаров. Вот. Это вообще территория европейского государства. Вот. Такие вот масштабы в нашей стране. Сегодня
Первым делом, наверное, осветим, поскольку это от РГО программа подготовлена, осветим три основных проекта. Три проекта, которые, наверное, пользуются самой большей популярностью среди населения Башкирии, но уже и не только Башкирии, регионов. Это проекты «Уральский барс», «Семь вершин» и «Башкирская кругосветка». Прежде чем рассказать об этих проектах, я хочу пояснить, как получилось, что я заболел горами и увлекся путешествиями. Виной тому вы, друзья, вот я смотрю в объектив, обращаясь к учителям географии и к вам, которые... Кто тут географы будущие? Руки поднимите. Вот, вас много, хорошо. Вот. Виноваты в том, что я увлекся горами и путешествиями учителя географии. Где-то в 1962 году наша учительница, правда, не по географии она была, но очень активная такая туристка, Галина Александровна, в летние каникулы организовала несколько походов. И первый поход был, я жил тогда на Дальнем Востоке, отец у меня военный, в военных городках, в тайге. Вот. Первый поход был на гору Халаза, ее высота 800 метров. Ну, из военного городка эта гора была видна, я и сам давно мечтал подняться на нее. И когда мы поднялись, правда, тяжело это было, устали, мозоли натерли там. Вот. Когда я поднялся, я был потрясен. С этой горы открывался такой вид, один хребет, второй хребет, и там вдали еще один хребет, заснеженные гребни. И вот с того момента я влюбился в горы, в путешествия, ну и вот пока до сих пор хожу, брожу. В этом году в трех местах побывал, на Кавказе, потом на Черных горах и на Южном Урале у нас побродил. Вот это, так бы я пояснил, почему я увлекся горами. Ну и думаю, со временем вы станете сами учителями, а вот кто-то уже работает учителем. Все же это очень важно в детстве детей водить в горы. Своих учеников старайтесь водить в горы. Сейчас все это ограничено всякими требованиями санитарными, там, надуманными. Не знаю, зачем это все напридумывали, вплоть до того, что дрова с собой таскать надо. Правда, да? Неужели до этого требуют, чтобы дрова были? Это вообще... Вот. Или палатку нужно копать, там, просыпать каким-то дезинфицирующим устройством для того, чтобы там змея не зашла. Ну, глупость полная. Ничего, вот мы ходили, ничего не было. Спокойно. Ты тоже время захватил еще, да? Сейчас вот, наверное, мы перейдем рассказываю про Уральские барсы и так далее. Но прежде, наверное, начну с предыстории. Что меня навело на эту идею предложить проект «Уральский барс». Ну, как вы знаете, у альпинистов есть в мире есть два таких самых престижных клуба. Это первый клуб, он был учрежден и создан по инициативе нашего советского альпиниста Ивана Антоновича в 1962 году. Это клуб «Снежный барс». Для того, чтобы попасть в этот клуб, надо подняться на 5 семитысячников на Памире, на Памире 5 и 3 на Тянь-Шане. 5 семитысячников. Это, в общем-то, довольно серьезные высоты. Одна из них 7495 метров. Вот. И вот на сегодняшний день этот титул имеет не только в России, в mире. Этот клуб пользуется популярностью и за рубежом. Около 700 человек. Около 700 человек. 1967 года. Вот. Более популярный, но я не считаю, что он более сложный с точки зрения восхождения, это клуб «Семь вершин».
Для того, чтобы войти в этот клуб, необходимо подняться на самую высокую точку каждого континента. В Азии это самая высокая вершина, которую только что девушка говорила, Эверест. Правильно вообще его истинное название Эльбрус, Эльбрус, извините, Джамалунгма. Чаще всего употребляет название Эверест. Его высота, кто знает высоту Эвереста? Ладно, спрашивать не буду, время не буду затягивать. Вообще географы должны знать. 8848 метров. То есть около 9 километров. Это вообще кошмар какой-то. Вот. Вторая вершина по высоте – это Аконкагуа в Южной Америке, в Аргентине. Я на нее, кстати, поднимался. Вот. Потом Маккинли в Северной Америке, там где-то около 6000 метров. В Европе это Эльбрус, 5642 метра. 5642 метра. Вообще, географам эти цифры надо бы знать. Так. На всякий случай в голове там отмечайте. Вот. Потом Антарктида, вулкан Винсон, он порядка 5000 метров. Это где-то метров 200 не достает до 5000. И гора Костюшка в Австралии, она совсем маленькая, 2200 с чем-то метров. Я из этих 7 вершин поднимался, вот уже говорил, на Аконкагуа в Южной Америке, 7000 метров. Там 30 метров не хватает, до 7000 метров. Вот очень интересная гора. Это потухший вулкан, вот, поэтому он считается самым высоким в мире вулканом. Эверест – самая высокая вершина, а Аконкагуа – самый высокий вулкан. Забыл еще про Килиманджаро. В Африке Килиманджаро, конечно. На Килиманджаро я тоже поднимался. Она где-то 5800 метров. Эльбрус довольно давно поднимался. И не по южному склону, где подъемники, а по северному. Там, в общем-то, совсем другие условия. Вот, и более тяжелые. Кстати, Эльбрус, вот, по мнению многих западных альпинистов, они считают, что он по сложности восхождения соответствует семитысячнику. Вообще у нас в нашей стране представление об Эльбрусе, нечего делать там. Неправда, там очень довольно много, к сожалению, людей погибает. Вот. Этот клуб учредили в 1985 году, то есть почти через 20 лет после того, как наш советский альпинист учредил «Снежный барс». Вот. На всех этих вот высокогорных восхождениях очень большие требования к физической подготовке. Представляете, подняться на Эверест нужно с собой иметь большой запас кислородных баллонов с кислородом. Иногда не хватает, и люди погибают прямо на трассе от нехватки кислорода. Некоторые люди, вот я в свое время достаточно долго бродил по Перу и Боливии, а там средняя высота где-то 3-4 километра. Первую неделю было сложно, вот, не хватало кислорода, вот, были признаки горняшки. А через где-то неделю полная адаптация, и уже вот, чувствуешь себя так же, как вот я здесь. Большинство вот этих гибелей связано с тем, что люди торопятся, не проходят достаточно хорошо акклиматизацию. Я не говорю там про Эверест. В принципе, на тот же Эльбрус надо несколько промежуточных остановок делать. День-два палатки пожил, там организм привык, пошел дальше. А вот эти вот коммерческие восхождения, там гидам важно как можно чаще группы поднимать, спускать, больше заработок. И большинство из них не учитывают вот эти обстоятельства. Вот с этим связана еще одна из причин того, что люди гибнут.
Ну и кроме физической подготовки очень важно большое применение, огромные материальные расходы. Огромные. Ну, снаряжение там сложнейшее, это десятки и до сотни тысяч. Ну, те же кислородные баллоны. Или ты же не можешь с собой нести все эти баллоны, приходится шерпов нанимать, вот, им надо платить. В общем, помимо этого специальное питание. Вот. И на многие эти вершины, ну, речь идет вот про Маккинли, Аконкагуа, Килиманджаро, Эверест, требуется покупка пермита. И вот если посчитать все эти расходы, получается, для того, чтобы ну, реализовать и войти в клуб 7 вершин, требуется порядка 20 миллионов рублей. И при этом никакой гарантии, что ты благополучно эту программу реализуешь. Ну, как все вы знаете, по телевизору часто показывают, на Эверест там тропа вся усеяна замерзшими людьми. Вот. Вообще, это уже не спорт, это уже борьба честолюбия. Так, в общем-то, я не вижу смысла никакого. Я никогда не собирался на Эверест подниматься, я бы и не поднялся. Вот. Ну, восхождение на высоту более 7 тысяч метров – это еще и большой вред для здоровья. Я вот живой пример. Я когда на Аконкагуа поднялся, ну, это 7 тысяч практически, там получилось, что когда я спустился, последствия какие? У меня 2 сосуда, подходящих к сердцу, проходимость упала до 1%. Вот я 3 шага сделал и стою. Ну, не 3, шагов 10, и останавливаюсь. Ну, спасибо, вот у нас в кардиоцентре есть замечательные хирурги. Поставили мне 2 стента, через вену ввели, это интересно. И стал опять молодой, бодрый. А если бы не было этого, все уже на жиляк-та, и все, концы. Вся биография Зиганшина закончилась. А потом еще не сразу, а через какое-то время стала отслаиваться сетчатка на глазу. Вот. Она на тоненьком таком пояске оставалась, там болталась, вот в этом желе. Вот. Я не понимал, что мне грозит слепота. Вот. Ну, слава богу, вот так получилось, что проезжал мимо Оптимеда, это на 50 лет СССР. Думаю, дай проверю, что там. Оказывается, у меня сетчатка, говорят, у вас сетчатка отслаивается, она вот-вот отвалится. Ну, на мое счастье, где-то через дня 2 приехал как раз мастер-класс показывать из Москвы специалист, который занимался сетчатками. Первый раз. И вот надо же было, вот, как вот в Бога не поверишь. А я почему остановился? Я бы не остановился, но когда мы там, Альфия Мустаевна часто собирает писателей, вот у себя очень она гостеприимная такая, щедрая женщина. И там была одна писательница, уже в годах, она живет за спортивной там где-то, вот, на Зорге, в конце Зорги. А я на телецентре. И вот у меня была борьба. Предложить ей вести или же, махнуть, ладно, пускай сама добирается, или же поехать на телецентр сразу. Ну, возобладала, совесть немножко есть, возобладала то, что, ну, думаю, пожилая женщина где-то вот под 80 уже, Докучаева Алла Анатольевна, может, знаете, она довольно известная, ну, большей частью детективы пишет, ну, такие профессиональные, интересные. Вот. Отвез ее, на обратном пути проезжаю, написано «Оптимед». И вот, представляете, вот все это не случайно. Когда что-то доброе дело делаешь, наверное, Господь как-то учитывает это. Ну, в общем, сейчас я могу без очков. Ну, тоже чудеса творят вот эти офтальмологи. У меня тут было минус 11, а тут уже глаза почти не было там. Заливает какую-то черную жидкость, у меня глаз черный стал, страшно было смотреть. Где-то полгода так. Ну, потом все это откачивает. Там, ну, в общем,
короче, прижили там, прижгли, вернее, 2 раза прижигали, 1 раз в Москве, тут мощности лазера не хватало. Вот. Ну, в итоге я могу, ну, меня привыкли в очках видеть, не буду снимать. В итоге вот зрение восстановили. Нам бы еще, чтобы все это бесплатно было, как в советское время. Ну, что-то пока государству не хватает денег, почему-то странно. Вот. Так, ну, что-то я отвлекся. Так, поехали. Значит, Уральский барс. Давай, Данил, листай. Ну, проект призывает отправиться в увлекательное путешествие по горам Южного Урала и насладиться красотами родного края. Предысторию-то я не рассказал. Ну, уже я шучу, это деноминация. Ну, это есть слово такое, деменция. Вот. Ну, ничего, оказывается, деноминации нету, деменции. Проверяли, все нормально. Недавно такую сложную арифметическую задачу решил, удивился сам. Вот. Голова работает. Ну, есть хорошая поговорка на этот счет. Ничего не болит, хороший болезнь склероз. Ничего не болит, и каждый день новости. Вот каждый день. Че вчера не помню. Вот помнишь? Да ты что? Какая новость интересная. Все время новости, это тоже весело. В общем, куда деваться? Все, у каждого по-разному. Значит, эта идея учредить, я уже подвел к этой мысли, учредить проект конкурс или проект «Уральский барс», она во мне давно зрела, вот, лет 10 до того, как ее удалось реализовать. А реализовать ее удалось, когда я стал председателем башкирского отделения, 5 лет возглавлял, вот, потом смылся. Вот, и сейчас, слава богу, в хорошие руки попал. Серьезный товарищ тому, Салат Талгач, он на другой уровень вывел. Вот. Ну, старты все же с последнего места поднялись в тройку лидеров за 3 года. А были на последнем. В Башкирии вообще в РГУ не было. Юридически оно было, а фактически его не было. Ну, там руководил в свое время один доктор наук. Ну, научные работники, они плохие организаторы. У меня в этом плане вроде все нормально. Я и предпринимателем был, даже лучшим предпринимателем какого-то года. Ну, в общем, удалось. Вот. И на заседании положение разработал на совете башкирского отделения РГО. Мы тогда сидели в Минэкологии. Я его когда озвучил, надо мной стали смеяться. Ну, типа того, что... какой уральский барс? В Башкирии нет уральских барсов. Я рассердился, говорю, значит, будут. Вот, подписал положение сам, согласовал со службой спасения, ну, это требование безопасности. И как-то оно пошло так быстро, что где-то вот на 2-й год мне понравилось, может быть, на 3-й год, одна доктор никогда в горы не ходила, а тут сходила, и она уже 7 вершин прошла, и это, знаешь, да, и уральского барса, сейчас кругосветку, говорит, буду проходить. Вот. И она мне вот рассказывает, такой момент у нее был. Ну, ей сказали, собирали группу там на одной из вершин Южного Урала. Вот. Она, и этот, ну, проводник сказал, что надо обязательно горные ботинки. Хотя не надо ничего. Достаточно там кроссовки или тапочки даже. Вот. Ну, пошла покупать горные ботинки, заходит, говорит продавцу, подскажите, где тут горные ботинки можно купить? И вот он интересную фразу сказал. Че, горняшку ходишь? Знаете, через 2 года уже они знают, что раз горные ботинки, че, горняшку ходишь? Она говорит, да откуда вы знаете? Вы уже замучили. Вот это считаю таким, это объективным показателем. Вот, поехали дальше. Ну, тут все написано. Концепции, привлечение молодых и активных людей к изучению родного края, расширение знания географического и краеведческого характера,
воспитание в духе патриотизма и здорового образа жизни. Ну, насчет вот здорового образа жизни, это абсолютно верно. Если вот высокогорное восхождение – это 100% вред здоровью, 100%, и огромный риск вообще для жизни, то восхождение на 7 вершин Южного Урала, они высотой километра и чуть больше, самая большая – это Иремель, 1582, по-моему, да? Вот. Это совершенно безвредно. Более того, это так заряжает. Вот я на Иремель, когда поднимусь, ну, вроде там сама шишка, она достаточно крутая, подходы там более-менее. Вот. Ну, в общем, поднимешься когда, и там посидишь на этой горе минут 10, 20, 30 по-разному. Обратно спускаешься, столько энергии, ну, самой шишки там уже огромный камни, это невозможно там бежать. А как только я спускаюсь вниз, подножию этой шишки, дальше уже тропа, вот, бежишь, вот так руки расправишь и как бешено орешь. Вот. А по тропе довольно много людей ходит. Я стараюсь в выходные не ходить, потому что там вообще колоннами туда-сюда, как на демонстрации, и вниз, и вверх. Вот. В рабочие дни, как пенсионер, имею возможность, вот, и все равно люди встречаются и смотрят там, и потом говорят, какой-то бешеный дед там ходит. Вот, орут. Вот. Ну, так, потому что от избытка эмоций, энергии прет, а когда много энергии, это на все способно. А что, надо то, что чувствуешь, изливать, что стесняться. Вот. Дальше, Данил. Цели и задачи. Популяризация туристических походов в горах Южного Урала. Расширение и углубление объема знаний о природе родного края. Продвижение патриотизма и здорового образа жизни. Развитие экологического сознания, повышение уровня экологической культуры, поведения в горах. Но это так, правда. Туда ходят нормальные люди. Сама обстановка, видимо, как-то мобилизует и дисциплинирует. Я не видел, ну, где-то раз-два видел фантик, кто-то бросит, или там окурок, а так на тропе чисто. Вот. Ходят настоящие туристы. Есть дикари, которые на обочине могут выбросить пакет с мусором. Вот. А это вот, кстати, сам Курубник, вот шишка, подъем. Вот. Там, ну, там специально промаркирована тропа краской, не ошибешься. Можно по любой идти, ну, там, где уже проверено, а то там камни бывают шатаются, может зажать. Ну, вот что интересно, не было ни одного случая такого травм и прочее. Это. Советую, кто был на Иремеле-то? Ну, это обычно меньше рук. Некоторые, наверное, уже не один раз. Вот. Ну, и я рад, что географы активные такие. Так, ну, чтобы получить, войти в клуб Уральских барж, надо вот первый этап 7 вершин, на 7 вершин подняться. Вот. А второй – это большая южноуральская тропа. Ну, я думаю, в России нет более доступного с точки зрения физического прохождения маршрута, чтобы увидеть столько захватывающей красоты, дикой захватывающей красоты. Вообще, многие не понимают, что Южный Урал у нас еще в таком состоянии, что как будто бы только вот вчера Господь создал вот это место. Вот эта вот тропа как раз то место, которое сохранено в нетронутом виде. Ну, по горам там что, машины не лазят, там все в нетронутом виде, такая красота. Вот, давай дальше. Ну, насчет 7 вершин, видите, тут перечислены горы Иремель, я не обманул, 1582 метра, поперечная тоже красавица, недалеко, километров 12 между ними, 1400 почти, рассыпная 1017, Ялангас 1200, 1300 грубо, Камардак 1300, Курштау 1000, Кушай тоже 1000, Максим 1000. Кто-то прошел Уральского барса, получил? Ну, это все впереди.
Если вот считать на сегодняшний день, сколько человек получило звание «Уральский барс», то в этом году 400, сколько? 420. А суммарно за все эти годы порядка 2000 уже, да? Порядка 2000. Но это полностью, которые прошли. Поднялись на 7 вершин и прошли Уральскую тропу. Она из 5 участков состоит. За раз пройти довольно сложно. Вот. Это 2000 полностью прошли. А те, кто начал на одну гору поднялся или там на 2-3, если их всех просуммировать, то получается, я думаю, не меньше 10 тысяч, а может больше. Вот. И, кстати, этот Уральский барс оказался таким, в общем-то, плодовитым уже не только из Башкирии ходят, из соседних регионов, из Москвы приезжают, из Санкт-Петербурга. Несколько человек уже из-за границы приезжали, из Австралии, Канады. Вот. В общем-то, большую популярность приобрел этот маршрут, проект. Так. Юрий, читать надо это? Не надо? Ну вот, все видите тут. Если что, на сайт можно зайти, там все это изображено. Вот все, кто проходит первый этап 7 вершин, получает жетон 7 вершин красивый. Его тут нет на изображении. Вот. А кто прошел второй этап, получает уже Уральский барс. Красивый значок. Мы его с собой не взяли, но классный, очень симпатичный. Богато смотрится так. Ну вот 420 человек всего за годы проекта 2000. Ну вот, кстати, кто был на Еремеле, Данил, узнаете, да, место? Вот сама шишка вот здесь вот, а это спуск там вот к Тюлюку. Вот. Дальше. Ну еще есть у нас такой проект, как «Кругосветка». Ну, тоже я провел инициативу в свое время. Башкирская кругосветка. Она предполагает прохождение 4 самых крайних точек Башкирии. Самую северную, южную, потом восточную и западную. И в том числе географический центр Башкирии. Так, щелку. Так, Данил, верни это еще. И еще у нас есть одна точка, 55 градусов северной широты и 55 градусов южной долготы. Вернее, восточной долготы. Это единственная точка на земном шаре, которая располагается на суше с этими координатами. Остальные 3 точки, они 55, 55, 55, они в океане. Это вот на земном шаре единственная точка с такими координатами, поэтому она как бы знаковая. Так. А это вот, хорошо помню, это первый пограничный столб, первый на севере. К сожалению, председатель Янаульского отделения, директор школы, где-то года 2 назад умер. Он всегда занимал первые места. Между отделениями у нас где-то порядка более 60 отделений местных. Вот. Соревнования проходят. И вот он несколько лет первые места занимал. Дальше. А это западная... это, по-моему, точка 55, 55, 55. Ну да, это по линии башкирской кругосветки. Дальше. Это тоже Янаул, только в другое время. Так. Это южная, это в Хайбулинском районе, недалеко от деревни. Дальше. Так, ну эта фотография, я не знаю, зачем она тут, зачем я ее поставил. Флаг РГО поднял на одной из небольших сопок, там метров 600, наверное, высотой, на берегу Байкала. Это внизу Байкал. А вот здесь
я когда поднимался, видите, у меня ничего нету, да, вот, даже ножичка. Я оттуда, когда поднимался, вот где-то вот на этой огромной плите широкой лежал медведь, ну, килограмм 300, наверное, морда вот такая была. Вот. А я ходил председателем облисполкома Челябинской области со Скворцовым. Вот. А он впереди меня шел, вот. Его видел, и мне говорит: Камиль, медведь. Вот. Я пошел, когда, ну, не подшумел, видать, медведь встал, на нас посмотрел, ну, это там гора такая была, блин. Медведей я раз, ну, 30 точно видел, вот, встречался. Ну, такого медведя я не видел. Он повернулся и побежал. Ну, Скворцов говорит: Камиль, пойдем за ним сфотографируем. Ну, он это, дилетант. Фотографирую. Я говорю: Слава, слушай, нельзя, он подумает, что мы его преследуем. Раз дожил до таких лет, там ему лет 20, он зайдет сзади и с нас скальп снимет, а то и кончает. Не, пойдем, пойдем. Я говорю: Слава, ну хочешь, иди, а я не пойду. Я пошел в лес, но тут до Славы дошло лучше. Вот, а так бы, ну, вообще-то я рисковал, а вдруг он упертый пошел бы. Да, ну вот, слава Богу, обошлось. Это памятное место. Ну, про проекты мы поговорили, проекты РГО. Ну, их довольно много, это как бы 3, может быть, самых популярных. Кстати, очень большую поддержку Русское географическое общество оказывает проекту, который ведет Фонд защиты диких животных. Этот фонд занимается поддержкой, материальной и социальной поддержкой охотинспекторов, егерей, которые поймают больше всех браконьеров. Ну вот, весной этого года будет этот проект. Он уже 30 лет как существует. Весной этого года очередное подведение итогов. Будем награждать лучших охотинспекторов, егерей, кстати, и журналистов, кто пишет ну, о защите природы, диких зверей в первую очередь. Вот. Ну, я, поскольку с детских лет люблю горы, каждый человек, я себя не считаю альпинистом. Альпинист – это тот, кто владеет техникой. Вот. Я просто горовосходитель. И, естественно, бредил Гималаями. И удалось мне совершить первую поездку, всего 4 было, первую поездку в 2005 году. Ну, а до этого ходил по нашим горам: Урал, Восточная Сибирь, Саяны, Алтай, Кавказ. Вот, достаточно много. Определенный опыт уже был. Вот. И следующий кадр. Давай дальше. Ладно. Ну, вот это у меня есть записки, ну, как бы путевые записки, оттуда это взято. И вот подо мной Непал, королевство, зажатое между мистическим Тибетом и тропической Индией. Ну, интересно, особое ощущение возникает, когда летишь на самолете, а я подобрал так билеты, как-то прорвался и прямо у окошка. И с той стороны как раз, где Гималаи. Вот. Справа там уже тропики, а слева Гималаи. Летишь, и вот горы выше тебя. Интересно. Пики вот эти вот, 8000-ники. Ну, в Гималаях 14 8000-ников. Больше нигде на земном шаре такой высоты гор нету. Из них как раз 8 находится на территории Непала. 4 на территории Индии. Вот. Дальше. Ну вот, видите, мы летим, а вот это вот пик выше, а другие еще, может быть, выше. Эту фотографию я делал через иллюминатор на самолете. Дальше. Ну, на Эверест я никогда не помышлял. Выбрал маршрут на Анапурну,
Ну и понимая, что я на нее не поднимусь, но просто подойти хотя бы к подножию. Вот. Ну, непальцы, ну, как многие в других странах, придерживаются в основном буддизма, а у буддистов у них молитвы, мы вот их вслух читаем, или про себя так проговариваем, а у буддистов принято на флажках, ну, на бумаге, на флажках, на камнях писать молитву. Вот. И они считают, что ветер текст это считывает и несет Будде, доносит до Будды. Вот. Поэтому многие места завешены прямо этими флажками. Вот. Ну вот мы подошли, ходили вдвоем, подошли, третий проводник еще был, подошли как бы к подножию Аннапурны, дальше. Ну это вот у подножия тут бродили. Это буддист тоже, ну, они тоже ходят по горам, медитируют, наверное, дальше. Вот, дальше. А недалеко от подножия Аннапурны находится, там к Аннапурне лучше всего подходить по ущелью Калигандаки. И вот представьте себе, ущелье глубиной 5000 метров. Нигде таких нет. Вот там вообще все таких циклопических размеров, что все потрясает воображение. 5000 метров. Кавказ, вот главный Кавказский хребет можно перевернуть и утопить там. Его никто и не увидит. И вот недалеко от Аннапурны находится место, где встречаются 4 силы. Там идет, ну, там выделение газа и пламя горит. Вот. Родник бьет недалеко. Вот. Земля и ветер. Ну и возле этого места построен храм буддийский. Вот мы тут сфотографировались. Дальше. Ну вот растянули флажки, специально их продают. Там уже тексты записаны. Дальше. А я до сих пор себя ругаю. Надо же, вот не сообразил. Тропы усеяны вот такими плитами. Это, ну, видимо, сланцевые породы какие-то, там плоские кусочки отбивает. И на них кто-то вот это все же писал вручную. Тогда же не было это. Этим вещам сотни, может быть, тысячи, ну не тысячи, многие сотни лет. Вот, написаны мантры. Ну, в общем-то, наверное, самые долговечные, да, и самые любимые Буддой. Дальше. Ни одного не взял, хоть бы в карман положил. Но это все знаете, да? Это самая крупная ступа в мире, находится. Столица Непала, какой город? Катманду. Блин. Я тогда молодой был, 2005 год, почти на 20 лет моложе. Дальше. Ну, там вот буддисты проводят праздники, это тут монастырь, это момент сжигания грехов. У них, ну, здесь вот идет оркестр, какие-то мелодии там, кто-то поет, кто-то играет, а дальше идет целая процессия, вот они несут, видите, подносы, на которых какие-то вещи, в том числе я положил, вот, вещи, ну, я положил платочек, у меня не было. И как бы этому платочку сказал там какое-то свое пожелание. Вот. А некоторые ложат ну, какие-то другие вещи с просьбой какие-то грехи простить. Вот. И вот это, здесь находится площадка, такое-то, типа пионерского костра. Вот. Туда все это внутрь засовывается, и издали луком поджигает стрелу, наконечник. Вот, и стреляет. И все это горит. В общем, все эти просьбы доносятся до Будды вместе с огнем. Вот. Ну, вот такие у них ритуалы. Дальше. А это Верховный Будда Непала, вот он, видите? Ну, он уже в годах, лет 50-60. Но они заранее готовят молодого Будду. Выбирает по каким-то признакам человека, который
впоследствии сменит его. Вот это молодой. Видите, он это, ну, освещает молодых монахов. Праздник, их буддийский праздник был, и мы там присутствовали. Разрешает туристам находиться там по краю зала, садимся. Дальше. Ну вот это вот, у меня вот эти все экспедиции, на все них у меня сотни, тысячи фотографий. Про Гималаи там в общей сложности фотографий, наверное, тоже тысячи. Ну, невозможно все это показывать. Но вот этот кадр я все уже оставил. Вот смотрите, ручей, да? Где верх? Ой, блин, что я делал? Ну вот это место выше или ниже? Вот тут ниже или здесь? Где выше? Где выше местность? Вот здесь. Ну, видно, что здесь место выше, да? Ну, явно тут, смотрите, вот спускается, он идет спуск. И вот там озеро. Вот. И вода должна течь туда. Она течет обратно. Она течет сюда, поднимается дальше в горы, переваливает, вот, и в другую речку упадает. Я там, когда мы ночевали, уходя на лоджии, спрашиваем, слушай, вот там какой-то ручеек, у него почему-то вода течет снизу вверх. Да, есть такой у нас. Вот, не отрицает, снизу вверх. Я говорю, почему, с чем это связано? Ну, а как? Ему же надо в ту речку попасть. Вот он сначала вверх, потом вниз. Вот. Им это до лампочки. Законы гравитации. Это. Ей надо вот туда попасть, в эту речку. Они вот... Я одному своему другу Дееву Валерию рассказывал, ну, многим. А Валера тоже занимается горами. Вот, ходит. На следующий год пошел, он мне не поверил. Специально пошел туда, и потом приезжает, говорит, да, точно, вода течет снизу вверх. Вот какие чудеса в мире происходят. Дальше. Ну, это дрова готовят, не будем задерживаться дальше. Ну, Бутан – это особое королевство. Это в мире, наверное, единственное королевство, которое сохранило свои вековые традиции, свою культуру на протяжении такой, как она была 300, 400, 500 лет назад. Ну, я не говорю там про город, там, конечно, уже урбанизировано, а вот в сельской местности все сохранилось, как много веков назад было. И мне очень хотелось, я мечтал в Бутан попасть. Но туда попасть можно только по приглашению короля. Вот. Сейчас немножко послабление пошло, вот. А тогда по приглашению короля только можно было попасть. Следующий кадр. Король, там король там уникальный человек. Представляете, когда ему было 50 лет, он корону передал своему сыну. И когда его спрашивали, ну вы же еще полны сил, уже опыт большой. Вот он говорит, да, правильно, но если я умру, сын-то будет неопытный и может неправильно вести дело, ну, руководить королевством. Поэтому я ему корону передал, но я рядом, и ему всегда подсказываю, как бы обучаю, вот, направляю. Вот. Правильно, наверное, решение, да? Вот. И вот он, это его дворец, он из этого дворца переехал, Данил, следующий кадр, переехал, вот построили тут ему небольшую домушку, вот здесь это дворец, вот, здесь флаг Бутана, вот. А там он живет, вместе сын, отец, жена, там, наследник младший, ему тогда было лет 5, наверное. Вот. Обратно, следующий кадр, следующий кадр. А это статуя Будды, здесь израсходовано несколько десятков пудов чистого золота, Будда весь облицован. Вот. Внутри здесь храм, в котором 10 тысяч маленьких Будд. Но это самая высокогорная Будда, где-то 3000 метров, на высоте 3000 метров.
Ну, она, нельзя сказать, что самая большая, но из высокогорных единственная такая. Дальше. Ну давай дальше, обратный кадр. Обратно еще. Так, еще один кадр. И вот представляете, когда король отсюда выехал, он вот в этой половине разместил правительство, 10 министров, а здесь находится главный храм буддийский у них. К сожалению, я фотографию не разместил, но там тоже статуя Будды метров, наверное, 20. Ну, это очень большая высота, вот, представляете, на всю эту высоту храм Будды. Министры своим голосованием на год избирают премьер-министра. Вот. То есть, если не будешь ладить, тебя переизберут. В общем, это как-то дисциплинирует, мобилизует всех людей. Дальше. Ну это вот логово тигра. На высоте 3200 метров монастырь. И тут очень крутой подъем. Ну, там где-то основание где-то 2000 метров, и вот больше 1 километра надо подниматься. Там индусы приезжают, но это один из самых популярных туристических объектов. Вот индусы, ну и другие, из других стран, немцы были. Вот. Но я тогда еще был помоложе и быстрее всех поднялся. А когда спускались, впереди меня были несколько молодых индусов, вот, ну, по лет 25. Вот. Я думаю, дай-ка их обгоню. И обогнал их, а их что это обидело. Седой дед, обошел. Они за мной поперли. Я чувствую, догоняет. Прибавил шаг и финишировал первым. Все равно русский взял вверх. Ну, русские, мы все русские. Татары, башкиры. Вот. Что нам делиться? Одна страна. Вот. Ну, там, сейчас вот я смотрю, и это тут все вроде мелко. Вот тут мы сидели, пиво пили. Ну а что? Приятно. Наслаждались. Ну, часа 4 там провели, наверное. Такая панорама. Дальше. Ну вот это пример того, дом среднего бутанца, среднего достатка. У них традиционно низ каменный, верх деревянный. И дерево, вот оконные рамы, у них вот брус вот такой размером. Вот таких размеров. Там очень добротно делают на века. Вот. Дальше. Король, он вообще правление короля удивительное. Бутанцы его не любят. Его бутанцы боготворят. Ну, и старшего, и молодого. Потому что он себя ведет так, как вот, у вас у каждого есть отец, мама, да, дай Бог. Отец что делает? Он все делает, и мать, чтобы дети были сыты, довольны, учат, одевают, вот, заботятся о своих детях. Вот. Ну, все нормальные родители. Так, вот у короля точно так же себя ведет. Но у него 1 миллион детей. И вот он о каждом заботится. Каждому крестьянину, кто живет в сельской местности, подарил кому 2, кому 3 гектара, кому 4 гектара земли. Подарил. Вот. Ну, землей там сложно, это горы. Вот. Ну, в общем, нашел возможность подарить. И крестьяне выращивают там обычно 2 урожая, той же картошки, например, да? И все облегчено. Вот я вырастил урожай, там где-то 5 тонн картошки. Нужна машина. Вот. Звоню в сельсовет, говорю, мне нужна машина. Присылает, образно говоря, КАМАЗ, эту машину загружает, и она едет на границу с Индией. Там есть площадки, типа ярмарок. Водитель продает эту картошку, вот, по аукционной цене или как там, не знаю. Вот, возвращается и едет к этому крестьянину, отдает ему деньги. Вообще, как в сказке вот, вообще.
все заботы сняты. Образование у них, медицина бесплатная и довольно на высоком уровне. Но они там вообще мало болеют. Образование бесплатное, оно 12-летнее. Те, кто себя проявил, за счет государства отправляют учиться куда-то в европейские или американские вузы. Может быть, и к нам отправляют. Нет, к нам, по-моему, нет. Вот. И ни один не остается там, все возвращаются. Потому что там своего рода рай, вот оазис такой. Преступность, я проводника спрашивал, как у вас, Даджи его звали, с преступностью. Он говорит, за 10 лет одного человека убили, за 10 лет. По неосторожности. То есть не убили, бывает вот так. Нечаянно убили. Вот. Коррупция, когда король такой, какая коррупция? Никакой коррупции, вообще такого слова понятия у них нет. Вот. Все это, для них, для буддистов это характерно, для Бутана особенно, вот это сознание испортить карму, это для них страх. Такой страх испортить карму. Проводник, мне одну вещь, я у него хотел, я сувениры, не сувениры, экспонаты всякие раритетные привожу со всех экспедиций. Я у него попросил типа бутанского мачете. Вот. У него на поясе висел. Вот. Он сказал, хорошо, когда будешь уезжать, подарю. Вот. Я говорю, я тебе заплачу. Вот. И вот в аэропорту нас проводил, там у нас рюкзаки и прочее, вдвоем я. Как я попал? Попал я, тут нет кадра. Попал я благодаря единственному человеку в России, который знает бутанский язык, Евгений. Евгений, он сейчас в кругосветке на мысе прошел, мыс Горн, сейчас идет в Тихий океан на катамаране. Вот. Он имеет возможность, благодаря ему, в общем-то, я и попал туда. Контакты у него есть, у него постоянно может регулярно ездить, безвизовый режим Бутан. Вот. И он за меня поручился, и благодаря ему я туда и попал. Вот. И вот нам уже уезжать, а я пошел Даджи, хотел у него этот мачете приобрести, а его нету. Но я кричу, Даджи, машины нету его. Вот. Минут 10 кричал, и потом смотрю, он подъезжает. Вот он, этот мачете интересный, ручной работы, и вот вроде пообещал, а жалко отдавать. И вот у него шла борьба. Согрешить, не выполнить обещание. И все же страх испортить карму, он пересилил личный интерес. Так и там вообще до смешного доходит. Там один раз, бутерброд едим, бутерброд с сыром. Я сам пристал, все время садится сюда, в рот не засунешь, я его хотел сбить щелчком. Нельзя, говорит, это может реинкарнация моей бабушки. Говорит. Я обалдел. Нельзя, отцу нельзя. Вот. Они боятся. А боятся почему? Потому что если ты много нагрешишь, то, во-первых, реинкарнация может наступить через длительное время, через годы, а то и десятилетия. Вот. И второй момент. Реинкарнация будет не в образе человека, а в образе той же осы, например. Да? Вот. Это у них очень четко, глубоко в сознании, понимаете, и это очень здорово. Вот. Они никого не обманывают. У нас в православии тоже грехи, в общем-то, наказуемы. Я много примеров знаю. Вот. Но не в такой степени, к сожалению. Я по своему сознанию коммунист, но зачем от религии отказались в свое время, это глупость какая-то.
Ну вот, что еще надумал король для своих подданных? Утвердил 5-летнюю программу Black Road. Ну, переводить не надо, да? Асфальтированные дороги. Вот. Представляете, в горах, в Гималаях проложить каждой деревне асфальтированную дорогу. Это уму непостижимо. Ну, для советского, русского человека, нас. Тут вот Уфа, Октябрьский, сколько я езжу, больше 30, уже 40 лет, никак не сделает нормальную дорогу. Вот. 40 лет. А там за 5 лет везде все деревни провести. Вот. То есть техника есть, возможность есть, было бы желание. И по рукам всяким, как китайцы делают, подрубать паре человек руки, чтобы не воровать. Вот. Вот пример. Это было уже давно, я думаю, Black Road уже все, у них программа завершилась. В каждой деревне асфальтированная дорога. Он запретил полезную добычу полезных ископаемых. Единственный завод, там 20 медных завода есть, но это необходимо, потребно для строительства. Вот, бетон не сделаешь без цемента. Вот. А остальное все вот, что-то завозят, что-то выходит как-то из положения. Запретил завозить в страну продукты с ГМО. Запретил использование химических удобрений, только органика. Ну и реально вот едешь, смотришь, куча навоза, там, это только органика. Очень строго за этим следят. Там по телеку, по радио не услышишь, так же, как и в Южной Америке, ни одной английской мелодии, ни одной английской песни. Вот. Все свое. Дальше. Запретил охоту, запретил рыбную ловлю. Рыбы бесятся, не знают, куда деваться. Так и выпрыгивают, возьмите, скушайте. Нельзя. Еще мы-то дурачки, я не посоветовался с Евгением, Ковалевский фамилия, Евгением, не посоветовался, взял кошки, ну, думаю, там поднимусь, немножко полажу по ледникам. Вот. А оказывается, дальше говорит, нельзя. А почему нельзя? Ты же вот кошку оденешь, пойдешь, а горе будет больно. Вот у них сознание такое, горе будет больно. Вот у них нормальное сознание, у нас ненормальное сознание. Вот. В мире нет ничего, не живого, все живое. Вот. И они это усвоили хорошо, берегут дальше. Национальной одежде ходят. Нельзя ходить по-европейски. Бутанец должен в национальной одежде ходить. Вот. Такие вот халаты, носки типа длинных таких, как их, гольфы, да, называются? Гольфы. Вот, обратите внимание, вот что в Непале, да, а особенно в Бутане, нет ни одного грустного лица. Что меня еще поразило вот в этих странах, в том числе в Центральной и Южной Америке, а там я побывал везде, я ни разу не слышал, чтобы ребенок плакал. Ни разу, вот, клянусь, ни разу. Сидят в мешках каких-то там сзади, или тут это в каком-то мешочке специально, ну, это удобно. И дремлют или глазеют так. Ни разу не слышал вообще. В Южной Америке, в Центральной Америке не видел ни одного курящего человека, ни одного. Вот. Не видел ни одной, может, есть, но мне не попадали, ни одной блондинки в Южной и Центральной Америке. Вот. В Южной Америке меня что потрясло, когда из Чили я ехал на не фестиваль, а как бразильский там, карнавал. Вот. Вот там ехали мы 2,5 суток на автобусе. На самолете дорого было. Ну, собственно, я один ехал. Вот. Когда на Конгагу поднялся, потом съездил в Чили, и оттуда поехал из Сантьяго в Сан-Паулу. Там тоже карнавал проходит. Вот. В автобусе вот кто-то песню запел, да, и все хором поют.
как будто все эти песни они знают. И поют так, как будто профессиональный какой-то коллектив. Я про это каюсь, я даже гимн нашей страны не знаю, слов не знаю всех. Вот вообще это молодцы. Дальше. Я что начал? Ни одного грустного, недовольного лица не видел. В буддизме, понимаете, в буддизме зависть это один из грехов. Вот. У них сознание такое. Вот в том же Непале, здесь-то примерно на одном уровне, средний уровень у людей. А в Непале есть богатые, большие дома, как наши коттеджи там, у некоторых дворцы. И рядом халупа, рядом буквально в 10 метрах находится халупа там из куска жерсти, картона, фанеры, что-то сляпали такую, можно сказать, собачью будку, и живут там. Вот. И все довольны. Вот. У них нет чувства зависти, у них вообще нету недовольствия. Все смеются, радуются дальше. Тоже это монахи там, типа семинарии в школе. Вот. А он стесняется дальше. А это здание школы, это где-то в районе. Дальше. Я спрашиваю Таджи, слушай, хорошо, вы тут так вот живете неплохо. А за счет чего? У вас ничего нельзя, полезные ископаемые давать нельзя, лес рубить нельзя. Вот. За счет чего живете? Армия есть, чиновников куча тоже хватает, учителя, врачи. Вот. А он говорит, король умный, у нас 10 гидроэлектростанций поставил. Вот. И, понимаете, он действительно правильное решение принял. Почему? Если мы Волгу перегородили в нескольких местах, половина областей позатопляло, некоторые города полностью. Вот. А тут ничего, немножко там склон леса вырубили, кому-то продали там на дома. В общем-то, правильное решение, они вырабатывают 10 миллионов мегаватт, 10 тысяч мегаватт, по-моему, электроэнергии, при том, что в Крыму вырабатывается где-то 2,5 миллиона электроэнергии, мегаватт электроэнергии. В Крыму население 2,5 миллиона, а в Бутане порядка, сейчас, наверное, около уже почти миллион. Когда мы были, было 960 тысяч примерно. У них на одного умершего трое рождается. То есть они достаточно быстро, я думаю, в течение лет 10 выйдут на уровень 2 миллиона. Вот. А что еще забыл? Уровень жизни довольно высокий. Люди машины стали покупать. Король тоже такое решение принял. Чтобы не было избытка машин, машину покупаешь, машина стоит 2 миллиона. Да? Таможенная пошлина еще 2 миллиона. Бюджет Бутана. То есть машина вроде 2 миллиона, а платишь 4. Вот. Вот такие дела. Интересное государство. Там я подружился с монахом одним. Он мне, у них не принято продавать, там прочее, подарил мне, из России это. Я вообще, насколько знаю, в Башкирии единственный, кто был. Да и вообще мало кто бывал из России в Бутане. В Башкирии точно я, наверное, единственный. Вот. Он мне подарил. Там буддистов сейчас довольно много стало, потому что Китай, вы знаете, в Тибете там стал притеснять, и многие буддисты переместились. Есть истинный буддизм, это транкритский буддизм. Чистый, как у нас есть старообрядцы, они не исповедуют, то после реформы Никона, которая религия, они до реформы исповедуют. И эти, самый первоисточный буддизм, это транкритский. Но у них не бубны, а аналог бубна, такие
штуки. Ну, кстати, попробуем это. Попросить буду. Лица хорошие, почти просветленные. Я думаю, буду не откажутся исполнить ваши желания. Давайте вот задумайте. Ну, хорошее желание. И сейчас попросим, буду попробовать. Хотя я не монах, но, может быть, что-то получится. Аминь. Вот. Чувствуете? Все пошло дело. Все. Зашевелилось. Дальше, Данил. Ну, самая большая экспедиция была это в моей жизни, это кругосветка. Она практически вот, окружность земного шара по экватору сколько километров? Если вы не ответите, я просто разрыдаюсь от несчастья, от горя. Окружность экватора земного шара сколько километров? Кто сказал? Ой, молодец. Ой, вот жалко, книгу не взял, так бы подарил тебе. А ты филолог или географ? Ну, да, экзамен, геофак не сдал. Декану скажу, двойку там, зачет. Так, не ставить. Молодец, 40 копейками, да. Но у нас маршрут был, он обычно по параллели маршрута, а у нас был маршрут по меридиану. Он охватывал побережье Тихого океана. И когда меня Костя пригласил в эту экспедицию, я Костя говорю, а с чего ты взял, что это кругосветная экспедиция? Он говорит, посмотри на глобус, вот глобуса нет, и ты поймешь. На карте это непонятно, вот, что Тихий океан, оказывается, занимает половину земного шара. Поэтому и называют Великий Тихий океан. Половину земного шара. И вот по побережью, по берегу Тихого океана кругосветка занимает 70 тысяч километров. Практически 2 кругосветки. Вот. Дальше. Что побудило Русское географическое общество организовать экспедицию «Огненный пояс Земли»? Дальше. Дело в том, что в конце где-то в 2009-2010 году очень много было извержений. Я, кстати, вот из-за этого не попал на остров Робинзона Круза, это в Чили. Есть такой остров, где Робинзон Крузо жил, в своей пещере там. Вот. У меня была мечта туда попасть, я уже билеты взял. И один друг специально, он напросился ко мне тоже в эту поездку, я сказал, Эмиль, если выучишь испанский язык вот, за 3 месяца, тогда возьму. И вот он выучил, это уникум какой-то, испанский язык, и разговаривал там. А я-то кроме русского, я зря кто торчать вообще. Вот. А он 5 языков знает. Ему скажи, выучи китайский. Он, все. Талант. Вот. И мы уже билеты взяли. Лететь в Сантьяго, оттуда уже на катере, там где-то километров 600 на остров Робинзона Круза. Ну, Робинзона Круза кто читал? Маловато. Ну, вот старший, да. Ну, наше поколение 100% читало. Вот. Этот человек прожил там 28 лет, судя по книге, на самом деле меньше, на необитаемом острове. Вот. И вот пошли извержения, землетрясения. Ну вот в Сантьяго мы лететь должны завтра, а аэропорт из-за землетрясения разрушил. Прямо фотографии, там лестницы все попадали. Вот. Аэровокзал разрушил. Ну, естественно, взлетная полоса там в трещины. Вот. У нас все сорвалось. Вот. Ну, бывает такое. Вот. И поэтому было решено обследовать основная часть активных вулканов, это как раз по берегу Тихого океана. Вот. Побережью Тихого океана. Обследовать этот вулканический пояс. Предстояло обследовать 70 вулканов.
описать. Там с нами были геоморфологи, вулканологи. И этот материал там уже сдать в институт, соответствующее учреждение. А меня взяли как это, летописца. Вот я там все описывал, и потом издал 2 книги, еще вот 3-ю надо будет. И самое опасное извержение ожидается в кальдере Йеллоустона. Кальдера – это местная впадина, где земная кора очень тонкая. И Йеллоустонская кальдера сейчас как раз в стадии подъема. Там активизируются гейзеры, фумаролы, выбросы от ядовитых газов. Звери убегают, там, отравляются. И ситуация настолько серьезная, что вот уже в 2010 году, в 2011, мы, когда были в Америке, мы узнали, что достаточно много американцев состоятельных в Южной Патагонии скупили практически все земли свободные и построили там себе виллы и запасные аэродромы. Ну, когда начнется, чтобы было куда бежать. Вот. А где-то весной этого года я читал, что они там уже все скупили, сейчас скупают в Либерии и в Танзании свободные земли, там строятся. Ну, в общем, это не шутка. Ну, с точки зрения геологии, там, конечно, 100 лет – это 1 секунда, но это может произойти через полгода, а может через 20 лет. Ну, в общем, это другие временные рамки там в этих процессах. Ну, с точки зрения человеческой жизни, это довольно длительный процесс. Но угроза такая очень большая. Дальше. А извержение это называется супервулканы. Их где-то 5 на земном шаре. И вот самая опасная в стадии подготовки к извержению – это Йеллоустонская кальдера. Дальше. И вот это вот место, где кальдера это, вот, при извержении произойдет выброс сотен миллионов, нескольких сотен миллионов кубометров пыли. Вот. Температура на земном шаре поднимется сначала на где-то 10-15 градусов, а потом где-то на градусов 25 упадет. И начнется очередной цикл оледенения. Вот. Вот эти оледенения, там, которые мы все знаем, слышали, они происходят как раз в основном из-за загрязнения атмосферы при выбросах, при извержениях супервулканов. И эти охлаждение Земли длится примерно 10-15 лет. Ну, по оценке ученых, население при извержении этого вулкана сократится до уровня 18 века. Ну, не все погибнут, но вот эта территория будет полностью уничтожена. Я вот теперь понимаю, почему наши эти артисты во Флориде покупают. Флорида, оказывается, не попадает под зону поражения. Вот. Ну, там тоже будет не сладко. Она меньше всего на Урале пострадает, кстати. Мы очень удачно находимся. У нас, кстати, вообще вот в этом плане никаких катаклизмов, ни извержений, ни тайфунов. Смотришь по телевизору и думаешь, как хорошо, что мы в Башкирии живем. Вот. Согласны? Вот. Дальше. Экспедиция началась с Аляски. Аляска – это, в общем-то, русский дух на Аляске до сих пор жив. Полицейские, по крайней мере, должны знать несколько десятков русских слов, поскольку русских немного, но как бы встречаются. Ну, тоже природа очень напоминает Восточную Сибирь. Горы, тайга, дальше. Православные храмы. Кстати, многие алеуты практически все, и часть индейцев исповедуют православие. Когда наши в 1867 году с Аляски ушли, некоторые вот говорят, ой, жаль, ушли, неправильно. Это было сделано абсолютно верно. Или если лет 10 потерпели, не продавали, мы бы ничего не получили. Американцы так бы просто
освоили ее. Правильно, что хоть 7 миллионов долларов получили, тогда большие деньги были. Вот. И когда наши ушли, пошли эти американцы с Южных Штатов, индейцы поняли разницу. Американцы с Южных Штатов, они стали их притеснять, ну, вообще-то геноцид натуральный делать. Дальше. И они перешли в православие поэтому. Ну, у нас есть там самый крупный город, Анкоридж, ну, правильно произносится по транскрипции, в том числе Энкридж. Вот в Энкридже, когда мы приехали, нас было 6 человек, экспедиция, нас встречали двое русских. А мы заранее заказали отель, они запретили нам ехать в отель. И вот 7 дней, что мы были в Энкридже, ну, закупали там снаряжение дополнительное, выбирали и ремонтировали снегоходы. Жили мы по очереди вот в русских семьях. И все эти семьи, все были верующие. А у верующих самый большой грех – это аборт. Ну, один из самых больших смертных грехов. Это считается как убийство человека. Поэтому сколько Господь дает, столько и детей. Вот у Анатолия 11, по-моему, да? Вот. Ну, сейчас, наверное, уже 15. Самая большая семья, у кого мы были, было 19 детей. И вообще дружно так живут, великолепно. У них русский язык более богатый. Ну, можно сказать, язык 19 века. Здорово так. Большая разница. У нас уже англицизмов много. Вот. Они, хотя живут в Америке, они общаются вот в семье только на чисто русском. А вот эти вот 3 девочки, 2 из них на пианино нам играли, а одна девочка, уже не помню, которая пела русские романсы. Когда вот. А самая большая семья была, я же говорил, по-моему, 19 человек. Ну, это дальше, тогда пошли. Дальше вот мы с Энкриджа отправились на самую, получается, западную точку штатов. Вот. Там находится пролив, разъединяющий Азию от Северной Америки. Как этот пролив называется? Никто не знает. Двое знают, молодцы. Берингов пролив, да. Ну, то, что он Берингов, это неправильно. Его открыл Семен Дежнев, первый, 80 лет до Дежнева. У нас же все привыкли, вот историю нам писали, вот мы по ней учились. Да все нам писали эти чертовы англосаксы. Вот. Писали так, чтобы мы относились с пренебрежением к своей истории, вообще к своей культуре. Вот. А им вообще до нас еще и далеко. Они даже в 19 веке еще не знали, что такое баня. В корыте каком-то этими ковшиками мылись. Вот. И вообще много государств, которые вообще не понимают, что такое баня. Как без бани можно? Это душ принимаешь, это разные вещи. В бане все выходит. Попарился, вышел молодой, на 10 лет моложе. А что душ? Смыл там какой-то слой, а организм не почувствовал. Вот. Это одна из наших остановок. Мы с Энкриджа поехали на мыс Принца Уэльского. Дальше. Доехали. Здесь находится, живет 156 алеутов и 1 белый ден. Ден здоровый, где-то 2 метра ростом, килограмм 120-130 весом, наверное, морда такая красная. Вот. И вот он этот мыс он выкупил, это его частная собственность. И поскольку это его собственность, все должны, кто вступает на его землю, заплатить $100 и жить в его отеле $100 в сутки. Вот. А мы думаем, шиш тебе, ага, разогнался. Мы взяли дальше, поставили палатку на льду Берингового пролива. Вот. А что это? Кормить этих гадов. Вот. Ну, правда,
нам пришлось потом переместиться, там движение льда началось. Мы на следующий день перешли на другое место, более спокойное. Дальше. А вот этот кадр советую запомнить. Очень это кадр редкий. Я вообще ни у кого не видел и нигде в интернете такого нет. Это вот мыс Принца Уэльского. Кстати, вот Дэн, не знаю, может даже не Дэн, ну, по $100 собирает, хоть бы нормальный крест поставил, да, пенек. Вот. У нас на той стороне, вот что тут на этой стороне, какой это? Ах, опять, блин. Какой там мыс? Там тоже же мыс. Как называется? А? Кто сказал Дежнева? О, уже больше. Что-то вы грамоты повышаете так. Какие-то там шевеления в мозгах. Был сначала 1, потом 2, уже 3. Закончил, все руки будут поднимать. Это мышь Дежнева. И вот я там тоже был. Там высокий бронзовый барельеф, станина такая, чугунные цепи. Вот. Где-то 5-7-метровый лиственный крест стоит. Я вот понимаю это, чувствуешь гордость за страну. А и этот пенек $100 взял и ничего не поставил. Опозорил свою страну. Дальше. Ну, пока мы фотографировались, мы там долго были, нас окружили вот эти звери. Но кто такие, не спрашивает, потому что вряд ли ответите. Это овцы-быки. Овцы-быки. Дальше. Ну и потом мы, когда стали спускаться в Штаты, это Северные Штаты, заехали, там первый вулкан был, Бейкер, высота около 4,5 где-то километра. Надо было на него подняться, описать дальше. Ну, за один день подняться не удалось, попали в снег, вот, переночевали, и на следующий день вышли на 2 кратера дальше. Вот эти, вот тут выше, более высокий кратер, а это более низкий. Вот там вулканологи все лазерными штуками, электронной техникой, газоанализаторы все обследовали, описали, пошли дальше. Но это вот еще раз демонстрирует то, что Аляска очень напоминает нашу природу. Ну, даже почти Урал, да? Дальше. Вот. Ну, несколько фотографий я тут разместил. Там, где охоты нет, вот, это заповедник. Там дикие животные не боятся людей. Дальше. Ну, вот это кто? Кто это? Сколько? Ну, кто сказал зубр? Поднимите руки. Так. Вот, что-то пошло на убыль. О, 2. Так, зубр, да. Ну, кстати, он очень недоволен. Я не тактично себя веду, видите? Вот. Ну, просто так совпало, я не специально. Вот. И мы, кстати, пытались... Это вот он встал, потому что это, обычно их не видно, они все там роются, траву копытят. А это вот надо было ему это дело сделать, и вот он так на нас посмотрел. Ну, там смешной был случай, но некогда рассказывать дальше. Ну, это северные олени. У нас такие же. Ну, у американских рога – это вообще позор. Это не рога. У наших такие большие. Приходится отпиливать, когда по лесу едем. Вот, цепляют за ветки. Иначе не пройдешь. А это американские. Дальше. Ну, вот это церковь Старобрядческая. Старобрядческие церкви чем отличаются? Они восьмиконечные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот. Старобрядческие, а никонянские, РПЦ, они там уже 4. Но некоторые уже... Кстати, я один раз видел даже патриарх Кирилл крестился двумя перстами. Что-то он забылся. Вот так. Вот. Ну, патриарх Кирилл не настоящий патриарх. Настоящий патриарх – это вот патриарх Древлеправославной церкви. У нас 2 патриарха, просто они, мало кто об этом знает. Вот. Я с ними дружу. У меня даже это
он, когда я приезжаю в Москву, там выделяет келью это, на подворье, бесплатно и кормят бесплатно. Я про них потом расскажу, почему так получилось. Дальше. Ну, мы на Аляске встречались со старообрядцами, я специально это ребят попросил, заехали. Вот это типичный старообрядец, борода, женщины обязательно в косынках дальше. Но это вот, они очень чистоплотные, любят красиво, что было. Все вот раскрашивают, так весело. Дальше. Ну, это вот горница дальше. Это они, и вот я про Энкиш говорил, про наших там многодетных, большие семьи, они своих детей в школу не отдают. Мы так удивились. Я говорю, а что такое? А там, говорят, такие нравы, что испортят детей. Они раз в полгода тестируются, ходят в школы, сдают экзамены и переходят в следующий класс. Учатся дома по учебникам, которые специально издаются. Ну, у нас тоже сейчас такая практика есть. Вот. Кстати, вот еще такой момент меня поразило. Там вот у Анатолия жена где-то за год до этого делала операцию на аппендицит. 38 тысяч долларов заплатила. Вообще офигеть. Я говорю, а так вроде бы можно страховаться. Он говорит, можно страховку, да. Ну вот на нашу семью, говорит, это надо в месяц платить там 3000 долларов. Вот. Поэтому, ну не каждый год операцию, а тут каждый год. Все, быстро, да? Да вы что, я только начал. Так, ну тогда быстро. Дальше. Вот этот мальчик Епифан и девочка Ульяна, они, вот старообрядцы, очень это, они не ретрограды. Они вот единственное, в чем держатся и непоколебимо, это старого обряда. Вот. Считают грехом те изменения, которые произошли. Это неверность Богу, как бы, Господу. Они на Олимпиаде по русскому языку заняли первое место. В Америке там 3-4 русских. Вот. Первое место. Живут в тайге. Вот. У каждого, у них это, за столом компьютер. Вот. Ну, там какие-то ограничения. Там есть у них хорошие сайты. Вот. Там все это у них предусмотрено. Дальше. Дальше бегом. Это Арисабу, самый высокий вулкан в Мексике. Дальше восхождение на Арисабу. Дальше. Вот это Леха идет. Я с этой стороны, а он с той. Подскользнешься, скатишься, внизу скалы. Ну ничего, все прошли. Дальше. Ну вот на велосипедах катимся. Я для чего этот кадр вставил? Земли Южной, Центральной, Северной Америки все частные, почти все частные. Ну, подвоенных там одно делает, есть, конечно. Вот. И вот разница какая менталитета. В Северной Америке невозможно становиться ну, на частном участке, переночевать. А здесь вот, это фотография с Южной Америки. Здесь вот мы идем к хозяину, спрашиваем, он разрешает, еще несет продукты, сыр, там еще что-нибудь. А в Северной Америке был момент, когда нас чуть не пристрелили. Мы остановились, ну, едем уже поздно, негде остановиться. У них там есть площадки, где это можно останавливаться, оборудованные. Нету. А уже темнеет, надо готовить ужин. Вот. И такое расширение, и раньше заезд. Вот. Ну, поставили 2 палатки. Через минут 10 подъезжает Тойота с полукузовом, там 2 карабинера с винчестером и хозяин. Быстро отсюда. Мы ему говорим, вот письмо Шойгу на английском, экспедиция. Он не слушает, говорит, fire, стрелять, огонь. Мы собрались и текать. Вот это разный менталитет. Так, а тут спокойно в Южной Америке. Вообще в Центральной Южной Америке народ примерно как русские. У них и меню, это питание такое же примерно. В Северной Америке что такое суп, вообще не знаю. Вот. А я без супа не могу. Мне надо первое, второе, третье, еще раз первое. Вот. Поэтому худой такой. Все уходит на переваривание. Вот. Дальше. Ну, это вулкан
Это сейчас коротко. Ну, что вот в Северной Америке, конечно, порядка побольше. В Центральной и Южной Америке криминал очень силен. По сравнению с нашим криминалом, соотношение, наверное, 1 к 10. У нас тут в этом плане, можно сказать, рай. Хотя, естественно, далеко до этого. Поэтому все дома, вот у кого денег нет, вот так бутылки в бетон, у кого побольше, дальше колючие проволоки. Вот. Дальше там грабят, стреляют, и нас чуть не пристрелили. Дальше. Это, некогда рассказывать, но вот все же вот это расскажу. Это Панама. Правильно, Панама, не Панама. Вот, Панама. Здесь в 2000 году патриотически настроенные офицеры панамские свергли проамериканское правительство, национализировали этот Панамский канал, и он, оказывается, давал такие доходы, что Панама стала процветающим городом, республикой. И вот, видите, это американский вариант Китая. Там еще, подробности некогда рассказывать. Дальше. Это озеро Титикака. Дальше. Это на Контике, вот на таких плавах. Дальше. А это я захватил одно судно, подарил РГО. Но они никак не вывезут тут. Сгниет уже скоро. Дальше. И следующий кадр. Вот эта фотография, там мужчина сидит, вяжет. На острове Титикака 2 села, 2 острова. На одном острове почему-то традиция, что мужчинам нельзя работать. Они вяжут. Вы видели, да? Они вяжут. А женщины все остальное делают. Но они ничего не довольны жизнью. Мужчина там подкаблучник. Дальше. А это вулкан Пакая, это в Гватемале. Здесь магма прошла, лава прошла недавно, дальше. Вот видите, мы идем, и такие вот, видно, еще внутри лава не застывшая. Дальше. А нам надо было перейти на другую сторону, там из соседнего кратера лава пошла. У меня это все видео есть, но здесь не запускается. Попробуй запустить, не запустить. Ладно. Нет, не запустится. Дальше. Дальше. Это вулкан, это Эквадор, вулкан Котопахи, 6000 метров. Вот. А это вот мы на него поднимались, когда тут ставили палатки. А меня не оставили, потому что там воруют подряд. Вот. Придешь, ничего не будет. Я, как старый дед, там всем было по 25, Косте было 46, а мне было тогда уже за 60. Дальше. Это еще один вулкан в Южной Америке. А вот перед нами рейнджер шел, это национальный парк. Его там бандиты расстреляли. Думали, что, наверное, альпинист. Вот. Благодаря ему мы остались, были не обстреляны. Вот. Подробности не буду рассказывать, но мы его спасли. Он выжил. Дальше. Какая-то у индейцев южноамериканских координаций. Да? Кормит, идет, тюк не падает. Очень удивительно. Дальше. Это крестьянин гватемальский. Я у него стырил мачете. Вот это. А он и не знает. Думает, кто стырил? А это я. Я сейчас не могу понять, как я через несколько границ все это протащил. Вообще не знает. Так, дальше. Еще вулкан. Дальше. Бегом, Данил. Гамаки без палок гораздо лучше. Вот эти перины не надо ставить. Лучше. Все, знаете, говорят, джунгли. Джунгли – это городской парк по сравнению с сельвой южноамериканской. Там дороги пробивают в лесу. Просто это все невозможно проходить. 2 метра, если пройдешь в лес, половина одежды в клочья. Дальше. И все такое крупное. Вот маячки, видите?
Дальше. Ну, это отдыхаем. Это Костя. Ему 46 лет. Дальше. А этот вулкан прямо при моей жизни возник. Ну, не на моих глазах, а я родился, и он стал расти. А тут было кукурузное поле до этого. То есть все меняется. Мы мало живем, понимаете? Вот. Ну и тот, если будем долго жить, так от земли ничего не останется. Дальше. Ну, это магма там шла тестообразная, не жидкая, поэтому вот этот вулкан, ну это вот церковь завалила. Ну, никто не погиб, потому что лава медленно шла, 5 деревень завалила, но никто не погиб. Это оазис, окруженный песчаными барханами, но это барханы высотой до 200 метров и выше. Такого больше нигде нет. В Эмиратах там 70-80 метров барханы. Вот. А здесь дальше. Люди специально приезжают, вот двое идут, они, мы называем сноуборды, а они называют санборды. Сан – солнце, да? Потому что они, как на горных лыжах там катаются, по песку этому. Безопасно, ничего не сломаешь. Дальше. Ну, дальше. Это самый большой в мире водопад Игуасу. Это одна часть только. Всего 2,5 километра слива. Вот. Ниагарский водопад, который нам в учебниках забили в голову, что самый крупный, Шиш, он в 5-м месте только. Врут кругом эти сволочи. Так, и, кстати, там всего 16%, по-моему, принадлежит штатам, остальное канадцам. Он вообще-то канадский, а не американский. Дальше. А вот тут мы, лодку у нас чуть не утонули. На лодке зашли, нас залило. Дальше. А ну, это красивейшие горы. Это в Аргентине. Дальше. Фицрой называется. Ну, нам иногда сбрасывали посылки с газетами, там, кумыс. Ну, читаешь. Вот какая-то там вот у девушки это мечта сбылась. Это было приятно, что мечта сбылась. Ну, это вот типичные эти боливийки. Дальше. Типичная картина в городе. Там магнитофонами ходят дисковыми, катушечными. Катушечные магнитофоны. Как будто это другой, на лет 30 назад. Ну, вот они в национальных одеждах ходят. Там в некоторых государствах Южной Америки индейский язык, кечуа, еще какой-то национальный, то есть государственный. Вот. И в сельской местности все вот так ходят. А вот, ну видите, вот, до лампочки. Дальше. А это они шерсть красят только натуральными продуктами, овощами, растениями какими-то. Макают и вот красят. Дальше. Ну, придумывать объекты, они мастера. Это вот в Боливии взяли штук 15 таких паровозов, согнали это в пустыню, и сюда тысячи людей со всего мира ездят. Они что, не знают, что у нас тоже есть? Чего они туда ездят? У нас, кстати, это гораздо дешевле было. Вот иностранные альпинисты удивляются, ой, как дешево у вас на Эльбрус подняться. Там на этот, ну, в десятки раз больше. Это, собственно, бесплатно. Подняться, если хочешь сам, можешь просто бесплатно подняться. Пермит не нужен. Мы самые щедрые, гостеприимные люди. Дальше. А ну это в Солончак-Уюне, тут миллиарды тонн чистой соли грузятся в машину, на берегу пакеты запечатывают и в торговую сеть. Дальше. Дальше. Ну, когда я этот флаг поднял, флаг Башкирии, это на Солончаке, тут отель из соляных блоков. Вот. Народ выбежал, а что за это флаг, чей? Я говорю, ну это богатейшая республика. Россия же федеративное государство, самая богатая республика, это Башкирия. Вот. А что там у вас? Я говорю, у меня вот, например, 20 скважин нефти. Они, да. А визитка есть? Я говорю, на. Ну, под никто не позвонил, правда. Я говорю, СП давай, вперед, все льготы будут.
Ну, это на этом Солончаке есть остров Рыба называется. Растут такие кактусы. Из них делают мебель, доски. Дальше. Вот, смотрите. Ну, это указатель сделали. Дальше. Ну, это фламинго. Что, время вышло, да? Мне занятие 5:30 здесь. Ух ты! А что, заходите, давайте вместе смотреть. Тут же сейчас еще 10 минут. Бутылку поставлю. Поехали дальше. Быстро. Ну, это, говорят, самая высокая статуя. Родина-мать на 20 метров выше в Сталинграде. Вот. Ну, это вот на помойках солидный дядька. Это древовидный мох. Дальше. Гунайки, альпаки, давай быстро сейчас, бегом, бегом. Кондоры. Дальше. Вот овечек аргентинцы, когда стригут, я в детстве у дедушки был, это двое мужиков держат овечку, один там ножницами стрижет, а они делают как? Берут этого барана или овечку, вот так вот поднимают, прижимают себе и за передние ноги дергают, и на 15 минут засыпает. Это факт, это на моих глазах все было. Расскажите своим, кто в деревне живет. Что мучиться? 15 минут спит, и вот состригся и пошел. Вот этих уже остригли. Дальше. Ну, это плавучий остров на Титикаке. Прямо тут живут, на плавучих островах. Тростники. Дальше. Это городище инков. Дальше. Ну, стена инков. Дальше. Как они перемещали, таскали все. Дальше. Жилище в горах инков. Это в Аргентине. Это в Перу. Так. Это в Боливии. Вулканы. Лама. Лама. Вот ламы интересные животные, это сачки такие. У них, ну, если наши эти верблюды, труженики, по 200 килограмм таскают, еще воды не просят и кушать не хотят. 2 недели могут. Вот. Эти сволочи. 35 килограмм, если положишь, она ложится и не встает. 5 килограмм убрал, встала, пошла. Ну, что это бездельник. Есть у нас в стране тоже такие люди. Дальше. Ну, это викунья. У викуни самый тонкий мех. В мире 10-12 микрон. Дальше. Все, нас выгоняют. Так, дальше. Быстро. Они все ушли. Молодец. Хороший парень. А это вот чудеса природы. Шляпы выросли в камнях. Сомбреро. Вот. Еще один вулкан. Дальше. Ну, это морские слоны, это бакланы, издали похожи на пингвинов. Дальше. Это уже мы добрались почти до Антарктиды. Ну, вот это маленькие. Они подтверждение того, что дальше. Подтверждение того, что они вот такие дружные, любят собираться, поют, танцуют. Вот фотография привел. Это в Аргентине, по-моему. Или в Перу. Ну ладно, где-то там. Дальше. А это базовый лагерь перед Аконкагу, 3400 метров. И стоят там указатели. Ну, смотрю, Москва. Ага. Я не поленился, сделал табличку Уфа, вот, померил расстояние, вот, ну, по прямой 15777, и прибил, специально опустил Москву пониже, Уфу сверху, а Москва под нами. Потому что кто кормит? Ну, они все перетащили там эти адреса свои юридические. Вот, все налоги туда идут. А работают башкиры, татары, там, якуты, русские и так далее. Это неправильно. Потом там зарплата... На такую зарплату я не пойду, 70 тысяч рублей. Нифига себе. И пенсии там в 2 раза выше. Ну, я понимаю, революции где делают? В столице, поэтому там стараются поддерживать. Дальше. Ну, это вот дедушка сумасшедший.
Ну, чего-то ему надо было. Такой рюкзак, кислорода нет, идет. Вот. Это на Аконкагу. Попали в шторм, белый шторм называется. Белый шторм, там такой ветрюга был, а мы находились пониже. Вот. Проводник, я был один с проводником. Проводник умный, опытный оказался, поставил под защитой скалы. А поляки поставили на трубе, на чистом ветру, вот, палатку. И по эту палатку на моих глазах вот сорвало, и вот так вот катит, с вещами, там рюкзаки вываливаются, люди вываливаются, и в пропасть. Вот. Дальше. Ну, не буду объяснять, что это. А это когда вот наверху снег был, а внизу дождь, ливень, а где-то километров 20 между Аргентиной и Чили было завалено селем. Дальше. Это долина гейзеров, Эль-Татио. Дальше. Дальше, давай, бегом. Вот видите, очень красиво. Высота 4200 метров. Это в Чили. Дальше. Это гейзер. Ну, тут видео, он будет высокий, так, метров 15. Дальше. Дальше. Это огненная земля. Здесь такой климат, что ничего не гниет. Все время холодно. Дальше. Ну, это я момент присоединения огненной земли зафиксировал, но тоже никто не признал пока. Вот. Но я гордый такой. Огненная земля наша. Ура! Дальше. Ну, это уже пошла там ледники, Калафата. Дальше. Самый южный на земном шаре маяк. Дальше. Вот это ледники уже с Антарктиды падает и приплывает дальше. Самая южная тюрьма. Дальше. Ну, это два зэка. У меня срок закончился, я вышел дальше. Давай быстрее. Вот. Вышел, думаю, что делать? Ребята-то уже ушли, а я один. Дальше. А денег нету. Ну, я посидел, а люди меня там накидали, купил билет, догнал ребят, поехали. Дальше. На самолете вот лечу. Дальше. Прилетел сразу в Камчатку. Вот долина гейзеров. Дальше. Ну, это Вачинская бухта. Дальше. Это Петропавловск на Камчатке. И вот дальше. Это Пантеон. В 1856 году Крымская война была, и там мы, к сожалению, проиграли. Уступили. У англичан, французов было нарезное оружие, оно 3 раза дальше стреляло. А у нас гладкоствольное. А здесь наши 300 матросов и артиллеристов на Камчатке разгромили, англичане с французами, эскадра зашла, захватить Камчатку хотели. Они зашли, и наши 300 артиллеристов и матросов разгромили эту эскадру. И это был такой позор, что контр-адмирал Пери, англичанин, когда вышел с Авачинской бухты, застрелился. Вот. Ну, есть люди там, чести еще, некоторые, уже последние. Вот. Это Пантеон, здесь вот, кстати, это погибшие англичане, французы, а там наши. Вот. Дальше. Ну, я, как всегда, проверяю прицел на военную базу в Америке, там, чтобы не промазали. Все правильно там, смотрит туда, куда надо. Дальше. Вулканы, дальше сейчас быстро. Ну, это вот географический диктант писали, вот как раз это озеро, мы над ним, плавиковая кислота там. Дальше. Долина гейзеров, я считаю, самая красивая. Дальше. Ну, дальше. А это вот долина смерти. Здесь большая концентрация бывает выброса сероводорода, он парализует дыхание. Вот. И когда ветра нету, там можно погибнуть. Ну, там животные погибают часто. Дальше. А это кратер бывшего вулкана, это Камчатка тоже. Гузоны, кратер вулкана Гузон. А ну, кстати, это в долине смерти вот, погиб заяц. Дальше.
медведи. Дальше, ну, вот, Кижуч, дальше. Это на Тихом океане рыбачим, дальше. Крабов поели, дальше. Полярный Урал. Бегом, бегом, бегом. Ну, идем с рюкзаками, дальше. Полярный Урал вышли, перешли перевал, дальше. Ну, нашли пещеру, там мама ждет, когда совсем потеплеет, пока сидит там дальше. Это чум немцев, не немцев, а немцев. И вот он вроде маленький, да, вот сейчас смотрите кадр внутри, дальше. Смотрите, какое пространство огромное. Это дальше. Ну, это спускаемся это, по Уралу, вниз, дальше. А это вот плата, не плата, а это предгорье Еремеля. Видите, да? Это вот Малый Еремель там торчит дальше. Сибирь, Дальний Восток. Бегом. Ну, панорама такая. Дальше горная речка. Ну вот я говорил про этот Белуху. Это вот как раз это поднимался вот на эту вершину. Белуха. Дальше. Ну там по стенкам очень тяжелый подъем был. Дальше. Ну это природа Дальнего Востока. Вот в таких местах я охотился дальше. Это вот фотографии уже лет 50. 48 лет. Я промысловым охотником был. Это мой друг Адоки, дальше. Ну, это тоже мой друг. Сначала я его боялся, а потом мы подружились. Я не шучу. Он ходил за мной, я за ним. Тигры такие порядочные звери. Вот у меня на лабазе там кабан лежит, или лось, мясо, рябчики. Ничего не трогает, подойдет, посмотрит, пошел дальше. Сам добывает. Вот. И меня тоже... Он один раз напугал, так пасть разинул, я испугался. Вот. Но я назад ушел, он понял, что я не собираюсь его стрелять. В следующий раз уже пасть не открывал. Вот. Они такие же, как мы, ребята. Дальше. Дальше. Ну, они меня регулярно приглашают на праздник рода. Вот этот костюм подарили они, вдовецкий. Гвоздюки, дальше. Ну, шаманом дружил, сейчас уже его нету. Он мне подарил перед смертью свой бубен. Я его 3 года выпрашивал, а он не давал. Потом пригласил, говорит: Камиль, у меня только дочь, сына нету, я тебе вот дарю бубен. Он у меня дома висит, иногда камланит. Он такой мощный, когда начинаю работать, стекла начинают вибрировать. А он такой смешной, это, когда он первый раз ко мне в палатку зашел зимой, ну, я ему мясо поел, он там, и чай налил, и он за пазухи берестяной такой пакет достает из бересты, и оттуда вынимает квадратик бумаги. И эту бумагу в кружку так помакал, потом возле печки там бревнышко, постелил на бревнышко эту бумажку. Я говорю: Адоки, а что это у тебя? Можно посмотреть? Вот. Я смотрю, это... А он говорит: о, это сильный медикамент, только старый уже надо, новый проси. Я разворачиваю, а это рецептурный бланк. Вот это, ну, как бы продвинутый удыгеец, шаман. А это, ой, говорит, это сильный медикамент, надо новый проси. Вот какими людьми пришлось. Он такой простодушный, наивный. Вот. Кстати, вот про патриарха я сказал, это патриарх Кирилл, у него там уже, не знаю, десятки машин, огромные деньги, откуда он их берет, непонятно. А вот патриарх Александр, Древней Православной Церкви, у него десятка «Жигулей», уже лет 20 ездит. У нее уже пробег, говорит, 1 000 000, ничего, капремонт сделал, еще бегает. Вот это, я понимаю, священник. Так, дальше. Ну, это последний раз, когда был, ребята вывозили, у меня тут недалеко участок был, ну, сейчас тут другие хозяйничают. Ну, я в палате жил, правда, а у них тут дом, баня, ну, все прилично, это, интернет, все, дальше.
Ну, там на празднике рода, у них сейчас 5 шаманов, шамане там бегают по кругу дальше. А ну я вот, если бы я не совершил вот это, я работал в Башнефти, и вдруг взял и уволился, и уехал в тайгу, 4 года жил в тайге. Если бы этого не было, я никогда бы не взялся за перо, никогда бы не стал писателем. Самое большее, я стал бы начальником управления связи. Вот. Ну, как Мустай Агай говорил мне давным-давно, Камиль, бросай. Вот сколько, говорит, ну, я был директором предприятия, сколько директоров сейчас у нас в Башкирии? Я говорю, ну, 1010, сейчас же как, 3 человека собрались, уже один генеральный, другой заместитель, третий бухгалтер. Вот видишь, говорит, а ты у нас один. Ну, я диких животных много пишу. И 3 романа о старобрядцах, сейчас 4-й пишу. Старобрядцы, почему я этой темой заинтересовался? Они в 69 году меня с моим другом спасли от голодной смерти. У нас во время тайфуна все унесло, и мы по тайге шли уже в конце сентября, заморозки, голодные, ноги опухли, и вышли на старобрядческий скит, они нас 3 дня кормили и дали в дорогу продукты. И мне всегда говорили, они воды не подадут, это бессердечные люди, обман, специально, чтобы к ним недоброжелательное отношение было. Дальше. Ну, «Щедрый Бугай» – это первый, потом «Маха» про куницу дальше. «Возвращение Росомахи» – это про Росомаху. Попросил ее написать эту повесть Николай Николаевич Дроздов. Вот. Он преподает в МГУ. А студенты говорят, эти статьи охотоведов не любят читать, а ты пишешь документально и в то же время художественно. Вот. Ну, написал, ему понравилось. Предисловие написал дальше. Ну, это вот 3 романа «Золото Алдана», сейчас 4-й пишу. Дальше. Ну, это вот тайга, сибирская тайга, вот, глухая, ну, пасмурная, да, когда солнца нет, все так мрачно. Дальше. Там вечная мерзлота во многих местах, а где вечная мерзлота, там вот такой слой, вода не впитывается, и все сразу скатывается. Бывает, за ночь поднимается вода в реках на 5-7 метров. За ночь. Вот. У нас такой случай как раз и был, все унесло. Дальше. Ну, это зимовье. Ну, это по дороге мы встречали. Дальше. Еще один шаман встретили. Дальше. Давайте тут быстро. Там много еще интересного. Крупный хариус такой, красавец. А это, это места, наверное, знаете, это Зелим. Дальше. А это пещера, ледяная пещера. Да, знакомо, зажжение Олимпийского огня. Вот. И я дальше на этом же месте поднял флаг детских Олимпийских игр, которые потом по эстафете где-то ровно 10 лет назад с аэропорта до Дворца спорта несли, до Ледовой арены. Вот. Но это в Древней Греции много было стадионов, это вот один из них. Дальше. А вот это вход в стадион, где проходили Олимпийские игры. Это вот натурально. Здесь стоят постаменты, уже самих статуй нету, все олимпийские чемпионы, там статуи были. Каждый олимпийский чемпион
на пожизненное содержание брался городом, откуда он родом. Вот. А его в город впускали специально не через ворота, а проламывали в стене брешь, почему-то, не знаю. И он через эту брешь проходил. Пифагор был чемпионом, олимпийским чемпионом по боксу, ну, кулачным боям. А Нерон на гонках-колесницах. Ну, еще там много известных людей. А дальше. А это вот здесь все соревнования олимпийские. Вот ворота, видите, с той стороны мы сняли. Вот. Тут проходили вот олимпийские соревнования. Дальше. А это пещеры. В Греции очень много красивых пещер. Это пещера дракона. Ну, зубья дракона. Дальше. Но это, знаете, метеоры в Греции, православные монастыри на горах. Прямо дальше. Ну, вот смотрите, как они поднимают, строятся там, живут дальше. О, прямо вот продолжение в самой скале сделали, кельи. Я вот тут ходил, все это бродил. Дальше. Вот это сверху и дальше. А это есть это Ватикан, да, католический центр государства Ватикан. Вот. А есть православная республика на территории Греции, автономная православная республика, Афон. Там 20 монастырей, и самый крупный наш российский, Пантелеймоновский. Дальше. Арарат. Ну, Арарат раньше входил в Российскую империю, был на территории Греции, но в 17-18 году мы утратили часть Армении, и у нас восточная Турция была нашей. Я там был, там много дворянских усадеб, домов, мебель, ну, архитектура вся наша. Эрзрум, там город. Эрзум или Эрзрум, забыл. Вот. И ну, потом, когда революция произошла, Турция воспользовалась, оттяпала очень большую территорию. А это флаг на вершине Арарата, я поднимаю, флаг РГО. И вот смотрите, по моим наблюдениям, это вот сейчас мои слова будут подтверждены этим слайдом. Мы дышим, думаю, вот чистый воздух, в деревню приехали, чистый воздух. Везде, в северном полушарии, чистого воздуха до 3 километров нет. В южном полушарии чистый воздух от земли до выше. А в северном полушарии очень много промышленных объектов. Вот видите, вот 3 километра. Черный, темный, грязный воздух. Мы думаем чистый. Чистого воздуха надо ехать в Зеландию, в Австралию, на огненную землю, которую вот я присвоил, но что-то никак не возьму. Вот. Дальше. А это вот крепость Эрзум. Представляете, наши солдаты русские, она неприступная вообще. Они ее захватили. И Восточная Турция была наша. Ну вот так потеряли. Килиманджаро. Ну, это единственная гора, где ледники. Дальше. Термитники дальше. Ну, львы дальше. Масаи. Вот я это добывал, нас проспорило $10. Вот эта палка, вот тут она лежит, а вертикально у меня кто-то стырил. Вот на этой палке огонь за 1 минуту подняли. Дальше. Вон, разожгли за 1 минуту. Ровно. Проспорил $10 дальше. Ну, это красавица, вот у нее это, все восхищаются ее ушами. Но у них почему-то принято самый пик красоты женской, передние зубы снизу выбиты. А не знаю ли почему. Покажи, а то никто не верит. Видите, вот. Она, мисс там Масаев, дальше. Восхождение на пик Мустай Карима. Ну, вы знаете, РГО поставила свои задачи, реализовала ее, поднялись, получили разрешение Кабардино-Балкарии. И одну гору на главном Кавказском хребте выделили для пика Мустай Карима. Дальше. Вот прибиваем табличку на пике. Дальше. Фотографируемся. Дальше. И вот посмотрите, какой Мустай Карим был пророк, правитель настоящий. За 40 лет до этого написал эти стихи мне Альфия. За день до отъезда в Кабардино-Балкарии мне эти стихи прислала по электронке. И вот читаю. Я поднимался на вершины гор, и эхо отвечало мне сквозь дали. Горой хотел я стать,
И с этих пор мечтой моей навеки горы стали. За 40 лет до этого написал. Господь услышал и исполнил его желание. Дал нам поручение, мы поднялись и исполнили. Дальше. Ну вот это, кстати, вот это, этот, дальше еще там что-то есть или нет? А, все, так быстро. Ну, спасибо, дотерпели. Какие вопросы есть? Это вы все забрали, да? А? То, что на столе у вас. А, ну это 10% только. А вот, кстати, вот у Дегейца, я у которых был, они охотились, мои современники, вот этим копьем. Я Келензиге говорю, мой одногодок тоже. Говорю, а что, у тебя же ружье есть? А зачем, говорит, ружье? Порох купи, дробь купи, гильзу купи, расход один. А копьем, говорит, раз, и нет, кабан готов. А это у меня сказали, что охоты не будет, если я вот это, их удовейский бог, Пудзе, если я ему каждый день не буду икринку красной икры сюда вот в рот. Ну, приходилось ложить, ну, удача пришла только через 45 дней. До этого ничего не было. А я уехал-то из Уфы, огромные деньги занял. Надо было как-то зарабатывать на пушнине. Вот. И Господь меня 45 дней испытывал, и только на 45-й день сразу 4 соболя попало. А это где-то 400 рублей. А я занял 800. Ну, в итоге я заработал 2500 первый сезон. А последний сезон я заработал 6000. Ну, по тем временам это огромные деньги были. Вот. А, вот это, одну штуку я покажу. Ну, вы все взрослые, значит, никто не догадается, что это за кость. Но здесь вырезаны моржи, человек, язык показывает нам. Вот. И вот, а вот хвост моржовый. А это, если вот с этой стороны смотреть, кто-то догадается, может, что это. Значит, у природы евнухов нет. Вот, понятно? Это моржовый, основа моржового члена. У медведей тоже большие, ну, маленькие. Тоже костяные маленькие. У кого нет этих кабанов, у них как спиралька такая. Ну, больше не буду еще показывать, потому что... А можно мы сфотографируем студентов с вами? Конечно.